эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Глава Якутии подписал 2 стратегических указа. Документы направлены на ускоренное развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, местного производства и туризма. В Якутске с 1 апреля повысится стоимость проезда в автобусах. При этом стоимость проездных билетов на городских маршрутах не изменится. В Якутске проходят соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП. В соревнованиях принимают участие 7 команд. Социальная помощь многодетным семьям – одна из главных задач в нашей стране. Расскажем, как в республике осуществляются меры поддержки многодетным. В спорте надо жить ярко, а побеждать честно. В самом разгаре 5-я спартакиада по зимним видам спорта. Поделимся подробностями. Глава Якутии Айсен Николаев подписал новый стратегический указ, который определил ключевые приоритеты развития транспортной и энергетической инфраструктуры республики. В указе поставлена задача к 2030 году в 4 раза повысить наземную транспортную доступность с выходом на магистральную сеть автомобильных и железных дорог Российской Федерации, обеспечить рост пассажирского авиасообщения на 30% к уровню 2023 года, обновить не менее 75% парка наземного общественного транспорта, а также не менее 55 единиц водного транспорта для повышения надежности перевозки пассажиров и грузов в Ленском бассейне Якутии. Также глава Якутии поставил стратегические цели в развитии местного производства и туризма в республике до 2030 года. Правительству республики поручено создать в агропромышленном комплексе не менее 15 территорий развития местного производства для насыщения внутреннего рынка местными товарами и услугами. Также предстоит увеличить долю производства сельхозпродукции в общем объеме валовой продукции отрасли до 70%, объем выпуска мясной продукции до 8 тысяч тонн в год, молочной до 15 тысяч тонн в год, долю местных продуктов питания в государственных закупках с 7 до 45%, в муниципальных с 26 до 60%. С 1 апреля в Якутске подорожает проезд на городских автобусных маршрутах и пригородных маршрутах. Так, с понедельника стоимость проезда в городе за наличный расчет составит 45 рублей, на пригородных маршрутах 85 рублей. При оплате банковской картой стоимость проезда в городе повысится до 40 рублей, при оплате электронной транспортной картой до 33 рублей. По пригородным маршрутам за безналичный расчет оплата повысится до 70 рублей. При оплате картой «Спутник» стоимость проезда останется прежней – 66 рублей. Хочу обратить внимание, что в рамках нашей политики по стимулированию перехода на безналичную систему оплаты мы оставляем в старых пределах стоимость проездных билетов. То есть проездной билет на 60 поездок у нас останется стоимостью 1200 рублей. То есть можно будет по городу проехать за 20 рублей. Это самая низкая стоимость проезда. Кроме этого, также у нас есть льготные категории граждан, которые пользуются субсидированными проездами за счет бюджетных средств. Острой остается ситуация по количеству водителей маршрутных автобусов категории «Д». На сегодняшний день количество вакансий в муниципальном предприятии ЕПАК составляет около 40 единиц. На городских маршрутах, которые обслуживаются частными перевозчиками, более 200 единиц водителей. Работа по поиску и привлечению водителей продолжается. За последние годы закуплено довольно большое количество новой техники экологичной, на компримированном газу, оборудованной для движения маломобильных групп населения. В прошлом году, точнее в позапрошлом году было закуплено для городских перевозок 85 единиц техники. В прошлом году поступило у нас автобусы большого класса 15 единиц, еще приедут 25 автобусов в этом году, и будем продолжать эту политику по обновлению подвижного состава. В Якутске прошли ежегодные соревнования среди спасателей по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. 7 команд соревновались в скорости и правильности действий. Строгое жюри оценивало работу команд, учитывая все допущенные ошибки и выявляя лучших, ведь на кону участие в дальневосточных соревнованиях. Продолжит тему Александр Хавренко. Скорость, четкость действий и слаженная работа команды – вот 3 главных составляющих на соревнованиях по ликвидации ДТП. По легенде, в автомобиле, попавшем в аварию, заблокированы водитель и пассажир. Оба получили травмы. Задача спасателей – извлечь пострадавших, оказать им первую помощь и передать в руки медиков. Участник соревнования производит разведку места происшествия, далее определяет зону проведения аварийно-спасательных работ,
Далее производит стабилизацию транспортного средства. Также проверяет на наличие газового оборудования, обесточивание автомобильного транспортного средства. А также производит геологическое огнесвязание инструментом для блокирования пострадавших. За несколько минут спасатели буквально разбирают автомобиль на части, снимая двери и крышу, срезая спинки сидений. При этом не забывая и о безопасности находящихся внутри автомобиля пострадавших. Соревнования проводятся раз в год, а команды тренируются в течение года, постоянно идут тренировки, оттачивают навыки, слаженности команды на деблокирование пострадавших и эвакуацию пострадавших также. Ну, реально чуть все равно совсем по-другому. Более аккуратнее надо работать и с пострадавшим, постоянная связь, ему может резко стать хуже. Работа совместно с медиками. Здесь на соревнованиях передаем медикам пострадавшего, а там работаем сообща с медиками. Они оказывают тоже помощь вместе с нами при эвакуации пострадавших. Победителями соревнований стала команда аварийно-спасательной службы городского округа город Якутск. И именно они будут защищать честь республики на соревнованиях дальневосточных спасателей. Александр Хавренко, Джилун Акентьев, Якутск. Ход подготовки к проведению 8-х международных спортивных игр «Дети Азии» рассмотрел полпред Юрий Трутнев. Это крупное международное событие, в котором планируется участие более 3000 юных спортсменов. Такие крупные соревнования с международным участием имеют особое значение, потому что надо формировать новые структуры развития спорта в мире и в нашей стране, отметил Трутнев. Глава Якутии отметил, что главным приоритетом является подготовка объектов проведения соревнований. Определены 16 спортивных объектов для проведения состязаний. Все основные работы планируется завершить в апреле, после чего останется небольшой объем работ по косметическому ремонту и работ, выполняемых в теплый период. Завершение всех работ планируется не позднее мая. Республиканский фестиваль «Долина Туймады» прошел в Якутске. Мероприятие проходило по нескольким направлениям: фестиваль моды, юный художник-модельер и конкурс по художественной обработке древесины «Грани алмаза». Участие в конкурсе приняло около 200 учащихся со всей республики. Конкурс проходит с 2015 года, и по итогам победителей наградили кубками и дипломами, а обладателю гран-при фестиваля вручили швейную машинку. В этой сфере я узнала о том, что очень мало конкурсов именно в этом технологическом направлении. Это было сделано 10 лет тому назад, когда технология была на задворках других предметов. Хотя сейчас мы, как говорится, на фаворите. Мы начали участие со своим классом. У нас такие у каждого черно-белые. И почему я решила участвовать? Потому что мне это очень нравится, быть активным человеком. Это очень нравится. Мы походку учили, как правильно выходить, улыбку, осанку. Сегодня на границе двух муниципальных районов состоялась торжественная церемония передачи эстафеты огня 8-х международных игр «Дети Азии». Закреплена церемония была дружественным осохаем. Уже завтра, в субботу, в 10:00 возле ДК «Юность» пройдет торжественное мероприятие, посвященное старту эстафеты огня. Далее по городу его пронесут 18 факелоносцев, среди которых известные спортсмены, участники игр прошлых лет и ветераны спорта. Уверен, наша республика проведет данные игры на самом высоком организационном уровне, и для наших детей и спортсменов игры станут трамплином для достижения вершины Олимпа. А мы, администрация муниципального образования Ленский район, все жители нашего района обязуемся провести эстафету огня на самом высоком организационном уровне. Сегодня последний день спартакиады зимних видов спорта. Подводятся итоги, а хоккейные команды проводят финальные матчи. В спортивном комплексе «Шахтер» города Нерингри на игре за 3-е место побывала наша съемочная группа. Кто из команд достоин 3-го места на хоккейном турнире спартакиады по зимним видам спорта, выясняли сегодня команды Алданского и Мирнинского районов, которые вчера в полуфинальных поединках не смогли одолеть более опытных соперников. На данную игру могу сказать, что лед покажет, кто победит. И также
Хочу, чтобы болельщики поддержали данные команды. Все же, когда болельщики поддерживают, это стимул игрокам. И приятно играть при полных трибунах. Общее впечатление от турнира у играющих команд самые положительные. И несмотря на неудачу в полуфинальных играх, настрой на игру за 3-е место у команд очень решительный. Ну, турнир вроде на хорошем уровне, все нормально, всем все нравится. Расселение, питание, проживание, все хорошо. Ну, а соперник, конечно, мастеровитей. Попробуем с ними побороться. Несмотря на явное преимущество сборной Мирнинского района, борьба за 3-е место была очень серьезной. Команды постоянно обменивались стремительными атаками и бросками по воротам соперника. Но итог был закономерен. Счетом 11-1 победу одержала команда Мирнинского района. На игру за 3-е место вышли, в раздевалке поговорили, решили, что играем до конца, 3-е место, это тоже его надо заслужить. В общем, шапкозакидательством не занимались, выходили, настраивались на серьезного соперника, на серьезную игру. По итогам турнира 8-е место у команды Хангаласского района, 7-е место занял Намский район, 6-е Мегино-Кангаласский, 5-е Усть-Алданский, ну и 4-е место досталось сборной Алданского района. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. И как нам только что сообщили, завершается финальный матч за 1-е место. Непримиримые соперники команды Нерюнгринского района и города Якутска буквально плавят лед. Бескомпромиссные схватки, стремительные атаки, силовые приемы. Все это делает матч по-настоящему зрелищным и ярким, который пока продолжается. По итогам 2 периодов счет 8-4 в пользу Нерюнгри. А на ледовой арене Алдана участники соревнований по шорт-треку вновь вышли на старт. Спортсменам предстояло преодолеть самую длинную дистанцию. В чем заключалась сложность забега, узнали наши корреспонденты. На ледовой арене Алдана вновь жарко. Сегодня 3-й день соревнований по шорт-треку. Участникам предстояло преодолеть самую длинную дистанцию. Мужчины и женщины бежали 1,5 километра в 13,5 кругов. Забег для юниоров составил 9 кругов, общей протяженностью 1 километр. Дистанция, по словам спортсменов, сложная. При ее преодолении важно грамотно распределить силы. Дистанция достаточно длинная, стратегическая. Тут уже важны характер, воля. То есть все зависит от того, насколько ты подготовлен морально, физически и духовно, можно сказать даже. Михаил Дмитриев внимательно наблюдает за происходящим на арене. Он дежурный врач на соревнованиях. Шорт-трек непредсказуем. Падение и столкновения на льду происходят нередко. Сумка укомплектована всем необходимым. Вчера неотложная помощь понадобилась нескольким спортсменам. Вчера 4 обращения было легкой степени, слава богу. В данное время сегодня нет обращений, так как вот сейчас обогружены очень хорошие поролоны защитные, да, падают и они, получается, мягко ударяются. Участница соревнований по шорт-треку Анна Стуканева из Алдана выступает в категории женщины. Результатами Анна удовлетворена, однако испытания еще не завершились. Впереди финальный забег. Девушку поддерживают близкие и соратники по команде. Тут наш Роман, тоже наш тренер, чего стоит, как за птенчиков за нас, за своих. Вот, слышите? Короче, конечно, это очень важно. Все друг друга поддерживают, подбадривают. Это слышно, это добавляет энергии и задора. Вот. Поддержка болельщиков, безусловно, важна. Она придает спортсмену силы и увеличивает шансы на успех. Римма Алексеева это знает точно. Спорту она отдала 65 лет, а сегодня присутствует на состязаниях в качестве почетной гостьи. Настроение команды нормально, хорошее. Мы с представителями команды, с руководителями встречаемся ежедневно по несколько раз в день. Настроение хорошее. Надеемся, что у нас город Якутск в призерах будет в общей спартакиаде. Напомним, в Алдане соревнования по скоростному бегу в рамках спартакиады зимних видов спорта проводятся впервые. И сегодня, по мнению участников, в районе имеются хорошие перспективы для развития конькобежного спорта. Перспективы есть, в принципе. У нас лед достаточно хороший. Практически можно здесь даже проводить более профессиональные соревнования. Лед достаточно хороший, подходит как и для хоккея, как и для шорт-трека. Соревнования завершились, и лидеры определились в каждой из 4 возрастных категорий. А всего за первенство в шорт-треке боролись порядка 30 спортсменов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Спортсмены из Мегино-Кангаласского улуса – победители заключительной дисциплины спортивного ориентирования на лыжах. В Алдане прошла двухэтапная эстафета, которая подвела итоги 3 соревновательных дней. Как прошла заключительная эстафета и кто стал победителем в этом виде, расскажет Власий Сергеев. В этой дисциплине команды представляют 2 пары, состоящие из мужчины-сеньора и женщины-сеньоркой. Какой дуэт бежит первым, решают тренеры. Обоим парам необходимо за минимальное время найти все контрольные пункты и пересечь линию финиша. С этой задачей быстрее всех справились представители Мегино-Кангаласского улуса, чьи пары преодолели маршрут менее чем за 1 час. Сегодня выступала хорошо, трасса была легкая. 8 КП. Я лично лыжница сама, на ориентировании выступала впервые. Мои первые старты были. Я особо не интересовалась ориентированием, занималась только лыжными гонками, но когда уже сама выступала на этих ориентированиях, было очень интересно даже искать все, на время работать. Это было очень интересно. В мужском соревновании от мегинской пары на 3 минуты отстали представители Нерюнгринского района, которые заняли 3-е место. Спортсмены отметили, что дополнительные сложности внесли погодные условия. Трасса была сложная сегодня из-за погодных условий. То, что снега навалило и ветер еще дополнительно так. Трасса интересная, понравилась очень. Ну, помешало это хорошо, так как лыжи хуже гораздо катят, чем предыдущие дни. Данные соревнования стали очень хорошие впечатления. Давно таких соревнований не было массовых, поэтому очень счастлив, что вообще... Организаторы отмечают, что с каждой спартакиадой повышается уровень подготовки команд и что подобные масштабные старты положительно влияют на развитие спортивного ориентирования. Некоторые лыжники начинают бегать спортивное ориентирование, он им нравится и продолжают, допустим, летом заниматься спортивным ориентированием, потому что это поддерживает физическую форму. Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы на таких спартакиадах было больше команд, было больше участников и принимали участие большей частью ориентировщики. Но лыжников, конечно, мы тоже приветствуем. И биатлонисты бегают у нас, и лыжники бегают у нас. По итогам 3 дисциплин победителями соревнований по спортивному ориентированию на лыжах стали спортсмены из города Якутска. На 2-м месте оказались представители Мегино-Кангаласского улуса. Ну а 3-ку лидеров замкнула команда Алданского района. Власий Сергеев, Ринат Тахиев, Иннокентий Соловьев, Алдан. Ну а в эстафете «Микст» классическим стилем на 1200 метров спортсмены пробежали поочередно по 3 этапа. Среди женщин явные фавориты Инна Рыбкина и Анастасия Дубова не оставили никаких шансов своим соперницам. На 2-м месте Софья Левина и Евгения Сергеева из Якутска. На 3-ю ступень пьедестала поднялась команда Нерюнгри в составе Людмилы Бронниковой и Альбины Абсатаровой. В мужском дивизионе выступило 12 команд. Основная борьба шла между Нерюнгри и Алданом. Но все же пальму первенства взяли нерюнгринские лыжники Алексей Распутин и Александр Филиппов. Алданцы в составе Вадима Ширяева и Михаила Соснина довольствовались 2-м местом. Ну а за бронзовую медаль завоевали представители Мегино-Кангаласского улуса. В последнем этапе мегинец Николай Зыков уверенно финишировал на 3-й позиции. С ним в команде бежал Сергей Заровняев. Тяжелая гонка, короткая дистанция на максимум, мало отдыха. Хорошо, что в команде есть такой спортсмен, как Алексей Распутин, который выполнил всю задачу. Мне оставалось только маленько поддержать. Спасибо ему. Сзади, да, Алдан слишком накатывал. Приходилось терпеть. Выжил все из себя. На финише чуть не умер. В Нерюнгри состоялся решающий заключительный этап северного троеборья – прыжки через нарты. Фаворитами в этом виде среди мужчин судьи называют аймиконца Георгия Сафронова, установившего 2 года назад рекорд, прыгнув через 1111 нарт. Прогнозы судьи оправдались. Сегодня он вновь отличился, правда, не улучшив прежний результат – всего 888 нарт. Все же сказалась усталость после недавнего чемпионата России и короткий отдых. С места событий Ларина Сукуева. Первыми стартовали юниоры. Это 3-й этап троеборья. Он и определит чемпионов по северному многоборью 5-й спартакиады. Прыгает 10 нарт, одновременно отталкиваем 2 ногами и без остановок. Среди женщин высота нарт 40 сантиметров, между нартами 55 сантиметров. Среди мужчин высота нарт 50 сантиметров и между нартами тоже 55 сантиметров.
Перед прыжками многие спортсмены отказывались давать комментарии прессе, ссылаясь на дурной знак. Нерюнгринка Виктория Богдаренко, занявшая в тройных прыжках второе место, не склонна к суевериям. И сегодня она также недовольна своим результатом. В последнее время мало тренировалась, 11 класс ЕГЭ. Я знаю, что вы волейболом занимаетесь еще. Да, мы выиграли в республике первое место. Я вот заметила, что вы одна из самых высоких, да, среди участниц, среди юниорок. А вот этот рост, он вам помогает в прыжках или не имеет значения? Нет, конечно, помогает. Прыгаю я дальше, но вот моя соперница позавчера заняла первое место с ростом 154. Опыт все равно играет большую роль. Она занимается с детства. Поэтому я заступила и не перепрыгнула. Всего у атлетов 3 попытки. В зачет идет лучший результат. И среди женщин на первом месте ожидаемо оказалась Валентина Борисова, член сборной Верхневилюйского улуса. У юниоров лучшие результаты у Вадима Туприна и Алены Чарду. И в целом по северному троеборью по итогам 3 дисциплин золото у Вадима Туприна и Георгия Сафронова. Среди женщин и юниорок у Амелии Алексеевой и Алены Чарду. В общекомандном зачете первое место у Нерюнгринского района, второе у Черопчинского и замыкает тройку призеров Верхневилюйский улус. Ларина Сукуева, Иван Саракомов, Вадим Барашков, Нерюнгри. К этому часу у меня вся информация. Мы следим за развитием событий. Наш эфир продолжит программа «Якутия вперед». Оставайтесь с нами.